Как-то один ученый из Пакистана отправился в священную Медину, чтобы посетить нашего пророка, мир ему и благословение. Однажды он вышел из своей комнаты во двор, чтобы накормить птиц крошками хлеба. Тут его взгляд упал на мальчика, который подбирал эти кусочки и ел. Его сердце заныло от сострадания и жалости к этому мальчику, и он подозвал его к себе. Забрав мальчика к себе, накормив досыта, ученый расспросил о его судьбе. Мальчик рассказал ему, что отца у них нет, семья большая, и мать не успевает их всех прокормить, поэтому ему приходится самому обеспечивать себя пропитанием. Тогда ученый предложил ему приходить каждый день, чтобы он мог досыта поесть. Так, с каждым днем они все сближались, и однажды Алим из Пакистана говорит: «Поехали со мной, ты не будешь ни в чем нуждаться, более того, будешь изучать исламские науки». Мальчик обрадовался, но сказал, что нужно спросить у матери. Они отправились к матери, и ученый увидел в глазах матери усталость, к тому же она была больна. Но, услышав предложение Алима, женщина засияла от радости. Она обрадовалась тому, что ее сын не будет скитаться где попало, а будет изучать исламские науки и станет алимом. Проходят дни, время стало приближаться к отъезду. В один из дней мальчик приходит к ученому и говорит: «Можно я задам пару вопросов о Пакистане?» «Конечно», – отвечает ученый. «Там, в Пакистане, будут у меня игрушки?» Алим, улыбаясь, отвечает: «Да, иншаллах, у тебя будет много игрушек». «А там есть детские площадки для игр?» «Не беспокойся, там и детских площадок предостаточно». «А будет ли у меня новая одежда?» «Иншаллах, я постараюсь покупать тебе самую хорошую одежду», – отвечает ученый. Мальчик обрадовался и пошел домой. Проходит еще время, и мальчик вновь подходит к Алиму с вопросом: «А там у вас в Пакистане есть зеленый купол мечети пророка, мир ему и благословение?» Ученый отвечает: «Нет, этого у нас нет. Ведь именно ради этого я приехал сюда, чтобы посетить нашего любимого пророка, мир ему и благословение». Мальчик замолчал, призадумался и потом ответил: «Я смогу прожить без одежды, я смогу прожить и без игрушек, и без дома, но я не смогу прожить без зеленого купола мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не смогу прожить без мечети, куда я могу прийти в любое время, когда меня позовет мое сердце. Вы извините меня, но я не смогу поехать с вами». Алим расплакался. Ему нечего было сказать, потому что он знал, что не может дать ничего более ценное этому ребенку взамен равзы посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И тогда он обратился с мольбой к Аллаху: «О Аллах, ниспошли на меня крепкий иман и любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, который есть у этого мальчика». يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب.